Спасибо. Слово для выступления предоставляется Баишеву Нурбеку Баишевичу. Уважаемый Конституционный суд, уважаемые участники судебного заседания, как было отмечено выше заявителем Мацаковым в своей речи, я хочу остановиться на важности права на судебную защиту. В соответствии с Конституцией, статья 61 определяет, что каждому гарантируется судебная защита его прав, свобод, предусмотренных Конституцией, законами, международными договорами, участницей которого является Кыргызская республика, общепризнанными принципами и нормами международного права. В свою очередь, провозглашенная Конституцией КР право на судебную защиту в целях реализации субъективных юридических прав должно быть подкреплено системой обеспечительных средств, которые позволяют реализовывать вышеуказанные права, входящие в состав основополагающего принципа уголовного процесса. Эффективная реализация права на судебную защиту зависит от слаженного взаимодействия его составляющих институтов, в ином случае может привести к нарушению и стать малоэффективным. Правозащитные механизмы должны быть идеально приспособлены для того, чтобы лица, вовлеченные в траекторию уголовно-процессуальных отношений, могли быть проинструктированы о способах и средствах защиты своих прав и законных интересов, даже не имея специальной подготовки или знаний в области юриспруденции. Справедливость правосудия заключается не только в справедливости принимаемых решений, но в справедливости процедур принятия этих решений. Также отмечаем, что доступность судебной защиты определяется не только порядком обращения в суд, но и характером правового регулирования всей процедуры рассмотрения дела, а также организационными и техническими факторами, влияющими на практическую возможность доступа к праву на судебную защиту. Также отмечаем, что право на судебную защиту, она включает право на беспрепятственное обращение каждого в суд, в том числе право на обжалование любых незаконных действий. Также право на справедливое судебное разбирательство должно обеспечиваться четкостью процедур, составляющих установленный законом порядок уголовного судопроизводства. Единообразие формы уголовного судопроизводства служит гарантом справедливости и равных возможностей. И юридическая эффективность механизмов правоприменения должна быть обусловлена системой принципов, отражающих потребности общественного развития. Несомненно, бывают и случаи, когда люди могут быть лишены каких-либо прав, но по воле властных субъектов, но в этом случае правоохранительные органы должны способствовать и содействовать реализации права на свободный доступ к суду. Конституционный суд Кыргызской республики не раз в своих решениях и правовых позициях отмечал о механизме обеспечения прав и свобод человека, гражданина. Реализация права на судебную защиту выступает стержневым элементом, от которого зависит действительно всех других прав и свобод, гарантированных Конституцией. И именно посредством обращения в суд возможно реальное восстановление нарушенных прав в соответствии с законодательно закрепленными критериями, которые в нормативно-правовой форме определяют, в каком суде и по какой процедуре подлежит рассмотрению конкретное дело, что позволяет участникам процесса, а также иным заинтересованным лицам избежать правовой неопределенности в этом вопросе. Высокая эффективность судебной защиты среди других механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина обусловливается особенностями судебной власти. Исходя из этого, подытоживая, также хочу отметить нормы международного права в соответствии со статьей 8 Всеобщей декларации прав человека и статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. Каждый имеет право на свободный и беспрепятственный доступ к суду, и это право не должно быть ограничено. На основании вышеизложенного я поддерживаю и прошу признать статью 432, которая не определяет по подсудности о зачете времени под стражей, противоречащей части 4 статьи 58 и статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. У вас все? У вас все? Самат Хаштовикович, у вас есть вопросы? Вопросов нет. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Присаживайтесь.